По вопросам социальной политики депутаты рассмотрели законопроект о социальной поддержке спортсменов, добившихся высоких результатов, и их тренеров. Как отметил заместитель председателя комитета Усман Замиров, материальное стимулирование тех видов спорта, в которых наши спортсмены добивались высших достижений, приведет к массовому вовлечению населения республики к занятию физической культурой и спортом, что в свою очередь позволит утвердить здоровый образ жизни среди населения региона. Уже завтра пройдет первое чтение по этому законопроекту. Мы вытащили законопроект Якутии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Карачая, Черкес, Дагестан, Ингушетии. Вот эти все законопроекты мы сейчас смотрим, и мы хотим, чтобы наш законопроект был самый лучший. Чтобы у ребят был стимул, чтобы спортсмены чувствовали, что есть поддержка с президента, с стороны правительства и парламента. Похоже, эта проблема будет существовать ровно столько, сколько будет жить на этой планете человек. Злополучные мусорные свалки снова в поле зрения наших объективов. Возможно, следующий сюжет сможет повлиять на сознательность наших сограждан. По крайней мере, на это рассчитывают его герои и автор Элина Дадаева. Зулая Сдыханова знает все про то, что нас окружает. Занимаясь мониторингом загрязненного воздуха, она может вычислить, сколько вредоносных бактерий в одном кубометре обычного офисного воздуха. Все-таки за ее плечами 23 года экологических исследований. Растлевание идет вот этой почвы. Сама почва в это время, она же является сточным колодцем, который поглощает все эти вредные вещества. Потом на этой почве прорастает растение, произрастает, которое идет по цепям вовнутрь к нам, пищевую цепь. И отсюда все эти беды, кишечные заболевания, нервные расстройства, все это является источником, следствием вот этих мусоров, бытовых мусоров. Работники комитета по экологии все чаще сталкиваются с проблемой несанкционированных мусорных свалок. В их обилии воочию убедились активисты патриотического клуба «Рамзан» в городе Шали. Вместе с сотрудниками администрации Шалинского района они очищали от мусора прибрежные территории реки Басом. Как выяснили экологические энтузиасты, те, кто приходят сюда отдохнуть, забывают, что чистота – это залог их собственного здоровья, поэтому и оставляют после себя горы мусора. За несколько часов собрано 50 пакетов мусора. Не очень приятное занятие убирать за другими, но все же дело сделано. Наша молодежь, которая приходит сюда отдыхать, чтобы они не загрязняли окружающую среду, чтобы они следили за чистотой и порядком данного места. Вот здесь купаются и дети, здесь купается молодежь. И самое главное, вот если идет река, течет река, значит, чтобы не были какие-то инфекционные заболевания у этих подростков, поэтому нужно сохранять эту чистоту. Ученые утверждают, что жизнь на нашей планете возникла благодаря появлению в ее благотворной атмосфере бактерий. Теперь, как выясняется, они же могут нас и погубить, если не навести вокруг порядок. Помните, как там в «Маленьком принце» у Экзюпери? Есть такое твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Элина Дадаева, Шамиль Сулейманов, Ваха Кантаев. Новости. Такой видели информационную картину сегодняшнего дня корреспонденты телеканала «Грозный». А я с вами прощаюсь. Аликеуша, до свидания.